На базе спортивного комплекса Чувашского госуниверситета в эти дни боксеры юношеской и юниорской возрастных групп оспаривают награды первенства Центрального совета спортобщества профсоюзов России. За событиями в ринге за его пределами наблюдал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. На этом турнире цена победы – путевка в финал первенства России. Так что наставникам чаще приходится сдерживать своих подопечных, а рвущихся в ринг. Излишняя нервозность чаще играет минус. И в этом боксеры сборной Чувашии убедились уже после второго круга соревнований. Из 29 хозяев ринга, заявленных на юношеском и юниорском первенствах, до стадии четвертьфинала дошли лишь двое. Что, надо работать, тренироваться лучше и выигрывать такие турниры. Сегодня бои продолжат чебоксарец Матвей Маковей и Александр Гаас из Канаша. Самый титулованный в чувашской двойке. Воспитанник третьей школы Олимпийского резерва Минспорта Чувашии Матвей Маковей. Он в красной майке. В активе подопечного Руслана Жумсакова более 60 боев и только 2 поражения. Главный вывод я сделал то, что легких соперников здесь нет. Я готовился, настраивался, то, что с каждым боем соперники буду все сильнее, и моя догадка это доказала. Старшего коллегу активно поддерживают юные боксеры. Ребята хоть и делают только первые шаги и удары, но уже понимают, чтобы стать мастером кожаной перчатки, хорошей физподготовки мало. Надо знать и теорию. Я их вожу на эти соревнования для того, чтобы они увидели вживую, что такое бокс. И первая их реакция, это же, конечно, вау, класс. И следующий вопрос, когда мы будем выступать на ринге. Я им говорю, ребят, для того, чтобы выйти на ринг, надо сначала еще потренироваться и достичь определенного результата. По данным Министерства спорта, в 16 профильных отделениях в районах и городах Чувашии боксом занимаются порядка 3500 человек. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.